В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Чеченская Республика как связующее звено между Россией и исламским миром. Рамзан Кадыров в составе большой российской делегации во главе с Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию. Все подробности рабочего визита в арабскую страну в материале Медины Мударовой. Палестинское небо без звезд. Каждому прибывшему будет оказана необходимая помощь. Третья группа беженцев из сектора Газа прибыла в Чеченскую Республику. Какие условия для них создаются и когда начнется комплексная работа по их адаптации? Юбилей титана чеченской литературы. «105 лет исполнилось писателю и поэту Ади Мамакаеву. О чем мечтал и чем гордился классик, узнаем в этом выпуске. Рамзан Кадыров в составе большой российской делегации во главе с Владимиром Путиным посетил Саудовскую Аравию. Политик участвовал во встрече президента с наследным принцем, председателем Совета министров Мухаммедом бен Салман аль-Саудом. Стороны обсуждали углубление взаимовыгодного сотрудничества по экономическим направлениям. Глава Чеченской Республики в телеграм-канале по итогу поездки написал, что традиционно прием в Эр-Рияде отличался исключительной теплотой и высоким уровнем гостеприимства. Репортаж Медины Мударовой. После визита в Объединенные Арабские Эмираты борт президента Российской Федерации Владимира Путина приземлился в королевстве Саудовская Аравия. Главу государства радушно встретил наследный принц страны, председатель Совета министров Мухаммед бен Салман аль-Сауд. Сами переговоры прошли во дворцовом комплексе короля Саудовской Аравии Аль-Ямама. Владимира Путина сопровождает большая российская делегация, в составе которых министры, руководители государственных энергетических корпораций и единственный из числа российских губернаторов Рамзан Кадыров. Стоит отметить, что глава региона уже давно является связующей нитью между Россией и исламским миром, поддерживает тесные дружеские и братские отношения с лидерами арабских стран. Его имя здесь знают уже давно и всегда тепло приветствуют. Приступив к самим переговорам, Владимир Путин поблагодарил за приглашение и заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений Москвы и Саудовской Аравии. Он отметил, что обстоятельства внесли коррективы в планы на их встречу в России, но в следующий раз они увидятся в Москве. В ответ наследный принц выразил готовность приехать с визитом в Российскую Федерацию. За последние 7 лет, конечно, отношения приобрели такое качество и такой уровень, достигли такого уровня, которого раньше никогда не было. И это достигнуто в результате мудрой политики вашего отца, хранителя двух святынь, короля Саудовской Аравии, при вашем непосредственном прямом участии. У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. И, конечно, для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе. Мухаммед бен Салман аль-Сауд, в свою очередь, еще раз поприветствовал дорогих гостей, отметив, что Россию и Саудовскую Аравию уже много лет объединяют общие интересы. За годы сотрудничества удалось повлиять на развитие всех сфер жизни. Он заверил Владимира Владимировича, что власти страны и впредь будут использовать все возможности для взаимовыгодного сотрудничества. У нас много общего, много проектов, над которыми работают Саудовская Аравия, Россия. Много тем, которые мы вместе решаем. За последние 7 лет мы достигли очень много в отношениях между нашими двумя странами, будь то энергетика или сельское хозяйство, товарооборот, инвестиции и другие сферы.
Позже в своем телеграм-канале глава региона отметил, что рад тому, что в период глобальных международных перемен Саудовская Аравия является надежным другом России. Благодаря проведенной грамотной внешней политике президентом страны и принятым им решениям нам удалось не только сохранить, но и значительно укрепить дружбу с ближневосточными странами, пишет руководитель субъекта. Россия всегда имела хорошие взаимоотношения с мусульманским миром, а теперь сделан еще один шаг в их укреплении. Чеченская республика, благодаря мудрой политике Рамзана Кадырова, всегда будет связующим звеном между Россией и странами Востока. Медина Мударова, Ахмед Хизри, Вести, Чеченская республика. В ходе своего визита в Саудовскую Аравию Рамзан Кадыров совершил малый хадж. Сопровождали политика в паломничестве внуки первого президента республики и муфтий Салах Хаджи-Межиев. Умра – один из видов поклонения мусульманина, путем которого человек проявляет свою любовь к Творцу. После рабочей встречи российской делегации с наследным принцем Саудовской Аравии, которая прошла под руководством Владимира Путина, глава региона, как истинный мусульманин, воспользовался случаем и совершил малый хадж. В самолете паломники, среди которых внуки первого президента Чеченской республики и соратники главы региона, произнесли намерение совершить богоугодное дело. По поручению наследного принца Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Салмана чеченскую делегацию встретили с большим почетом и уважением. Руководителя субъекта сопровождали муфтий Чеченской республики Салах Хаджи-Межиев и другие официальные лица. Во время посещения священной Каабы и совершения тафаба Рамзана Кадырова тепло приветствовали паломники из различных стран, выражая свою искреннюю любовь и поддержку его деятельности, которая всегда направлена на укрепление мусульманской уммы. Совершая тафав, делегаты читали мавлид, восхваляя Всевышнего. Затем паломники прочитали дуа, обратившись в сторону Каабы. Добродушное отношение к главе было заметно во время всего пребывания в Мекке. Паломники и местные жители приветствовали служителей священного Корана, выкрикивали имя Рамзана Кадырова, спешили пожать руку и сфотографироваться. После совершения умры в Мекке и выполнения всех религиозных предписаний паломники направились в лучезарную Медину. Там они побывали в мечети Масджид ан-Набави, которая является второй святыней ислама. Здесь делегаты посетили могилу лучшего из людей, пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, где в коллективном дуа попросили Всевышнего о милости и благословении для всех мусульман, и в частности для братьев и сестер, страдающих в Палестине. После главу региона проводили по трапу самолета высокопоставленные лица и заверили, что рады принимать такого почетного гостя в любое время и что связь между братскими народами будет только крепнуть. فخامته أننا نكون في استقباله. طبيعي شنو خصية طبيعة خصية نوش حبيل لو شنو حوير خطوة خشنو قضياتي بتشوية نسيت برينسو تعبيرات تدل شنو حقوقية تدبية حقوق حجرية لدى السيد. لا صدق. اللي كانت تلقى بول. لا
جزاكم الله خيرا. حياك الله. دائما نسعد فيك. ونتمنى أن تشرفونا بزيارة. ان شاء الله. حياك الله يا مرحبا. Исламский мир давно по достоинству оценил деяния Рамзана Кадырова, направленные на установление дружеских отношений мусульманских стран с Россией. За годы сотрудничества стороны достигли больших результатов в различных совместных проектах, которые реализуются на территории Чеченской Республики. Медина Мударова, Ахмед Хизриев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Благотворительная акция прошла в Курчалоевском муниципалитете. Ее провел региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Помощь получили 4800 семей. Ада Магомедов с подробностями. С чтения дуа началась благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, в которой приняли участие первый заместитель председателя парламента региона Салман Закриев, известные богословы и жители села. Садака – это богоугодное дело. За него прилагается награда от Всевышнего и очищаются грехи человека. الله ده ساك هرسا داخل شدويل هرسا بحندول إيش درجة ملك حساب بحندويل. Продовольствие загружают в транспорт, чтобы доставить каждому прямо в дом. Жители селения Алирой очень рады подобной помощи и выражают искренние слова благодарности. هو دائما دست في گوره میچخینات خون اشتاد ارم گشتاخش بوخش هیچ یکر دوگایت تو کنی آریول شیال شیرسو دیل دادون ایبا دا ساعدویل دو قوة دقتون دیل دادوق مسو هم انت. ایمانی رمضانی دال قبول دادی دال قبول دادی ساعدوتن بگمله چومندی دو قوق مالتون دال ساعدوتن. Каждой малоимущей и остронуждающейся семье раздали по 10 килограмм риса. Поддержка с продовольствием им оказывается часто. Такое для них неоценимо. دال ساق دويل قزندين رمضاني تير أيماني تير كش تكون لوش تقر إيش بعد عطدو ما داز بق الله ديش صار داخل صادق وبلوت مسوين صار داخل الله يلا تنبولي لا لا شاش دقلاش مدي да сад Всего продовольственную помощь в Курчалоевском районе получило 4800 семей. Подобные акции региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проводит регулярно по всей России и за ее пределами. Адам Магомедов, Саидамин Мусаев, Вести Чеченская Республика. В республику прибыла третья группа беженцев с сектора Газа. На перроне столичного железнодорожного вокзала их встретили представители региональных ведомств и волонтеры. Турпал Тайсумов поделится о том, когда начнется комплексная работа по их адаптации. Третью группу беженцев из сектора Газа на перроне ЖД вокзала Грозного встречают представители региональных министерств, МЧС и волонтеры. Среди эвакуированных есть люди с ограниченными возможностями здоровья, не способные передвигаться самостоятельно. Теперь для них позади все самое страшное, с чем им пришлось столкнуться на своей земле. Прибывшим будет оказана вся необходимая помощь. После встречи их отправят в пункт временного размещения, где будут предоставлены все необходимые условия с дальнейшим комфортным пребыванием на территории Чеченской Республики. Жители региона с первых дней сопереживали горю постигшего палестинцев. Каждый вносил свой посильный вклад в помощь нуждающимся, собирая гуманитарный груз. Ну а такие, как Ахмед Шахидов, лично взяли под опеку целую семью из сектора Газа. Их 7 человек, и они хорошо знакомы с местным жителем. Как братья у нас отношения, мы с ним знакомы с 2019 года. Так судьба распределила, что мы в 2019 году именно в Санкт-Петербурге познакомились. И с тех пор мы с ним общаемся вместе, друг к другу в гости приезжаем. Семья Мамина Абухаджраса удобно расположилась в доме, предоставленном его другом Ахмедом. По его словам, главная мечта на данный момент, чтобы сюда доставили оставшихся близких, но рассчитывает обязательно вернуться на родину, когда военные действия в Газе прекратятся. Спасибо, Рамзан Кадыров. Он нас отпускает сюда, Чеченский поехал. Спасибо большое, спасибо президент Владимир Путин.
Спасибо на все, кто помогает отсюда приехать, Чумец, на все. Спасибо большое. Оставшаяся группа направилась на базу детского оздоровительного лагеря «Горный ключ». Для проживания беженцев есть все – еда, одежда и прочие принадлежности, в том числе детские игрушки. Все это предоставил Департамент дошкольного образования мэрии Грозного во главе с Хадижат Кадыровой. Все, что необходимо для наших дорогих гостей, для наших братьев и сестер, им закупается в рамках акции «Дети Чечни, детям Палестины», которую организовала директор департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Рамзановна Кадырова. Она в ежедневном формате мониторит ситуацию, закупает все необходимое, всегда интересуется, спрашивает, чем, как мы можем еще помочь. То есть такая забота, внимание, поддержка со стороны Хадижат Рамзановны. Я хочу ее поблагодарить от лица всех нас, от лица всех вынужденных переселенцев. Всего же на территории Чеченской Республики в данный момент находится уже 177 эвакуированных жителей сектора Газа. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова им созданы все условия для проживания и уже ведется работа по трудоустройству взрослых и распределению по образовательным учреждениям малышей. Турпал Лолита Исумов, Магомед Басаев и Харун Абдулаев. Вести. Чеченская Республика. Третью новую группу беженцев временно разместили в оздоровительной базе «Горный ключ» в Шалинском муниципалитете. Помощник главы республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел встречу с переселенцами, сообщил, что в ближайшее время их трудоустроят, а работа по налаживанию образовательного процесса для детей уже начата. Слово Валентине Гусевской. Во временном месте размещения тишина и спокойствие, настроен привычный образ жизни. Вновь прибывшие беженцы уже разместились в своих комнатах, чтобы отдохнуть и точно убедиться, что ужасы обстрелов уже позади. Проверить условия размещения беженцев приехал помощник главы, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он поинтересовался, всем ли обеспечены переселенцы, а также затронул тему трудоустройства прибывших. Предложил работать по полученным профессиям и учить арабскому языку жителей Чеченской Республики. Мы на правительственном уровне сейчас занимаемся организацией интеграции приехавших вынужденных переселенцев в нашу республику, в различные ведомства, в наше общество, скажем так. Всех детей дошкольного возраста, их мы будем устраивать в детские сады, школьников, соответственно, будем устраивать в школы республики, студентов в вузы, ну и так далее, устраивать на работу по специальности приехавших наших братьев и сестер. Для этого в первую очередь необходимо провести для них курсы русского языка, чтобы они изучили русский язык, чтобы они могли учиться в школе, осваивать школьную программу, студенческую программу. Для этого Министерство образования планирует запустить здесь же, на базе лагеря, курсы русского языка для вынужденных переселенцев. Среди 177 переселенцев есть врачи, парикмахеры, филологи, и все уже изъявили желание трудиться и работать на благо республики. Для запуска этого процесса им уже помогают привести в порядок документы. Сегодня приехали с миграционной службы, посмотрели, проверили паспорта, что им нужно сделать, там прописки им оформить, паспорта новые им сделать, кому-то надо продлить, кому-то надо восстановить. Разные вопросы у них есть. Как-то так каждый день приходят с разных с министерств, ведомств люди, проверяют, спрашивают, что им нужно, как они могут помочь этим людям. Регистрационный процесс пройдет, дальше их будут уже и в школы устраивать, и в садики, и кого можно на работу. Для детей разных возрастов ведется процесс устройства в детские сады и школы. Лариса Эль-Науасер, которая имеет двойное гражданство, организовала для ребят занятия по русскому языку. По ее словам, чтобы пойти в детские образовательные учреждения, дети должны понимать русский язык, чтобы успешно адаптироваться. Чтобы зря не терять время, мы решили проводить здесь уроки русского языка. Набрали группу. Оказалось, что детей очень много, которые вообще не говорят по-русски, вообще не понимают по-русски. У нас получилось 4 группы. Кроме того, мамы, тоже арабки, они тоже хотят учить арабский язык. Будет, то есть, еще одна группа. И мы стараемся каждый день проводить вот эти уроки. Начинать с самых азов, самого элементарного, знакомства, здравствуйте, доброе утро. Начинать учить буковки, соединять буквы в слога, потом в слова. Ну, сколько сможем, как могу, так и учу. Всем прибывшим закупают одежду и обувь по сезону. В лагере есть все условия. 4-разовое питание, горячая вода, действующий медицинский кабинет. Все это в их стране отсутствовало уже много дней. Мы приехали в Россию 18 числа с семьей, с женой и 3 дети у нас. Очень хорошо, понравилось здесь, удобство есть.
Даже нам насчет одежды зимней отдали, что теплота. Дома у нас тепло, хорошо. Насчет еда все отлично. Спасибо всем, наш президент Владимир Путин, спасибо. Рамазан Кадыров тоже. Все братья. Очень хорошо, спасибо всем. Вновь прибывшие еще в состоянии шока и не могут поверить, что находятся в спокойном и безопасном месте. Многие из них потеряли своих близких. Сулейману удалось уехать благодаря помощи российских спецслужб. Однако его семья осталась в секторе Газа. Я хочу сказать, что я приехал одному сегодня в Россию. И мне самое главное сейчас, у меня там осталось в секторе Газа моя мама и мои дети. 4 девушки и 1 мальчик. И хочу их принести сюда, потому что им там очень опасно. И я очень благодарю всем здесь, которые нам спасили наши жизни. И волнуюсь на все, что остальные там, дети мои и моя семья. В лагере регулярно закупают средства личной гигиены, бытовую химию. Прислушавшись к пожеланиям беженцев, вместо размещения привезли и бытовую технику. 6 стиральных машин, 6 кулеров для воды и 40 телевизоров. Большое спасибо тем, кто нам помогали с первого дня, как мы приехали. Значит, нас возили, покупать вещи, теплые вещи. Это было нам кстати. Большое им спасибо, конечно. И сегодня они вообще ни на минуту нас не оставляли. Всегда приходили, проведывали и проверяли, тепло ли у нас, еда как, всегда спрашивали. В общем, еще вот дополнительно нам и телевизоры, холодильники, стиральные машины. Это просто большая щедрость. Большое спасибо. Стоит отметить, что пребывание беженцев держит на личном контроле глава региона. Оказанная помощь была предоставлена по инициативе начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Любовь к родине в творчестве Арби Мамакаева занимает особое место. Всецело преданный своему народу, он мечтал о его счастливом будущем и мучительно переживал беды. 105 лет со дня рождения исполнилось одному из основоположников чеченской литературы Арби Мамакаеву. Вечер памяти состоялся в Национальной библиотеке. Присутствовала творческая и научная интеллигенция. Спикеры отмечали, что жизненный путь писателя был таким же трагическим, как и судьба всего народа. В раннем возрасте поэт осиротел, под доносом предателей сидел в тюрьме. Но, несмотря ни на что, мужественное сердце классика продолжало творить. О юбилее титана чеченской литературы Наталья Депутатова. О том, что Арби Мамакаев является одним из любимых поэтов чеченского народа, говорит именно то, что многие его стихи положены на музыку и практически превратились в народные песни. Автор всегда придавал значение красоте и выразительности стихотворного языка. На вечер памяти, посвященный 105-летию со дня рождения Арби Мамакаева, собрались представители творческой интеллигенции, поэты и писатели региона, а также те, кто просто неравнодушен к его стихам. Где-то 4 класса вышу. Цун творчество хазхет, цун колорала, цун произведениш. Угарсон даг чукайташал, юае дагие. Нана даймох, ишсон угар кертеманшу, даймох нана билгал хасечеш, ишсон стихотворениш. Его произведения читают наизусть разные авторы, а в глазах слушателей неподдельное восхищение и любовь к словам, так умело превращенным в лирику. Его сын Эдуард Мамакаев также пошел по стопам отца. Член Союза писателей и народный писатель Чеченской Республики, поэзией увлекался с детства. У него немало произведений для читателей разных возрастов. А еще он занимается переводом стихов отца на русский, ведь Арби Мамакаев писал исключительно на родном чеченском языке. Когда мне было уже 2 года, перед самой армией до 1958 года, мы с ним были в разлуке. Я чисто в день депортации солдат закинул меня в чужой Студебекер
И все 13 лет я провел на чужбине, скажем, с чужими людьми. Ни с матерью, ни с родителями. Встретились только здесь. Но тем не менее, благодаря людям, которые помнили, что Арби Мамакаев был писатель, что часто слышали его, ежедневно слышали по радио тогдашнего комитета, он был диктором в 17 лет. Меня часто напоминали, что я не какой-нибудь там Вегель, немка меня воспитывала. Ну, твой отец Арби Мамакаев. Сейчас даже в дошкольных учреждениях приобщают подрастающее поколение с самых ранних лет к традициям и обычаям. И, конечно, к знанию чеченского языка. Несомненно, стихи поэта с ранних лет могут воспитать в детях любовь к родному краю. Мне, к сожалению, живых не пришлось застать его, но я помню всю мою сознательную жизнь. Мой отец, его сын, посвятил всю свою жизнь творчеству и жизни своего отца. В дошкольных наших образовательных учреждениях, как сферу, которую представляю я непосредственно, конечно же, мы уделяем огромное внимание детской литературе, изучаются произведения его сына. Мы работу по популяризации родного нашего языка мы будем продолжать и в дошкольных образовательных учреждениях. Я думаю, что и в школах, и в высших школах эта работа будет вестись. Было время, когда в Советском Союзе его поэзия считалась крамольной и даже запрещалась к изданию. И только в 1989 году сын поэта приложил все усилия, чтобы воссоздать многие стихи по крупицам и даже выпустить сборник. Арби Мамакаев пришел в поэзию с теплыми лирическими строками, в которых воспевает природу родного края и светлые чувства героев своих произведений. Его стихи смогут тронуть душу и сердце любого человека. Все произведения чеченского классика можно найти в книгах, которые есть в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова. Они собраны в Национальном краеведческом отделе. Каждый, кто любит литературу и родной язык, может всегда посетить это место. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.